на прежних проповедях начинали говорить о том, что одним из плохих качеств сегодняшней уммы, сегодняшних мусульман, это отсутствие инициативы. То, что мы всегда ждем, что вот кто-то придет, и мы начнем помогать. А пока мы подождем. И говоря о признаках судного дня, о том, что почти все признаки судного дня уже пришли. И вот уже настало время, когда время пришествия Иса, алейхиссалям, время пришествия Даджджала и время пришествия Махди. И все начинают возвеличить этот вопрос Махди, что Махди должен прийти, вот Махди придет. И имамы сказали, проблема в том, что мы говорим о Махди, о том, что это приводит к пассивности умы, безинициативности. Зачем? Вот придет Махди, там мы будем помогать, а пока вот мы находим оправдание своему бездействию. Но, опять же, возвращаясь к тому, что выражение «один в поле не воин», он не подходит в исламе. И очень много примеров того, как один человек изменял очень многое. Один. Поэтому человек должен задаваться вопросом, вот что мы сделали для нашей уммы, что мы сделали для нашего народа, что мы сделали. Не просто вопрос семьи. У всех есть дети, у всех есть жены, у всех есть внуки. А для уммы что мы сделали? И один из примеров также, понятно, Абу Бакр, Умар, это люди, которые в самом начале приняли ислам, очень много сделали. Сухейль ибн Амр принял ислам очень поздно. И был очень красноречивым человеком. И своим красноречием очень много приносил вреда пророку, саллаллаху алейхи ва саллям. Колкий язык был. Эту историю очень красиво расписано. 30-серийный фильм про Умара ибн аль-Хаттаба. Кто не посмотрел, обязательно посмотрите. У него были два сына, Абдулла и Абу Джандаль. Они приняли ислам рано. И Сухейль принял ислам только когда была взята Мекка. Но до этого он попал в плен в битве при Бадр. И когда он попал в руки мусульман, Умар пришел к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, и сказал, ради Аллаху анху, я Расуль, разреши, я ему выбью передние зубы. То есть он так много говорил плохое про пророка, да, вот, чтобы он, не красноречивый человек и без зубов, это же. А что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, оставь его, Умар. Я надеюсь, что он также скажет что-то полезное для религии. И после смерти пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, большинство мусульман, которые до этого принимали ислам, они вышли из ислама. Остались в исламе всего 3 города – Мекка, Медина и Таиф. И вот именно Сухейль ибн Амр был одной из причин того, что Мекка осталась среди последователей. Когда начались эти бурления, потому что все, Мухаммад умер, наших обещаний нет, мы давайте обратно будем возвращаться к поклонению идолам. Сухейль ибн Амр вышел и выступил перед людьми. И сказал, у араба не пристало так играть. Сегодня по одному пообещал, завтра забрал свое слово. То есть вот это красноречие он использовал благое дело. И благодаря его словам эти разговоры прекратились. Один человек поменял вот это настроение. И тогда Умар ибн Хаттаб сказал, воистину сказал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, что Сухейль скажет те слова, которым будет доволен Аллах субхану ва тааля. И таких примеров очень много. Об этом можно долго рассказать. Когда один человек менял отношения, менял настроение, был причиной того, что мусульмане побеждали. И поэтому мы должны стараться не просто заниматься бытовыми вопросами, а за тем, что мы сделали для уммы. И шейх Абдуразак аль-Бадр привел причины, которые помогают быть стойким на религии. То есть быть стойким, когда тяжело. Быть стойким, когда нужно говорить правду, какая бы она тяжелая ни была. И первое, о чем он сказал, это многочисленное обращение к Аллаху субхану ва тааля с мольбами. Просить у Аллаха субхану ва тааля. И примеры сподвижники пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, которые просили у Аллаха субхану ва тааля. То есть, без сомнения, ни один из сподвижников пророка, саллаллаху алейхи, не стал сам не без помощи Аллаха. То есть, они просили у Аллаха помощи в этом. И сам пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сколько примеров из сунны пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, где
он делает дуа, просит. Аллах Субхану ва Тааля в Коране говорит в суре Ибрахим: Аллах поддерживает верующих твердым словом в мирской жизни и последней жизни, а беззаконников Аллах вводит в заблуждение. Аллах вершит то, что пожелает. То есть уровень нашей веры, уровень нашей силы зависит от милости Аллаха Субхану ва Тааля. И кому, кроме Него, можно обращаться с этим дуа? Поэтому пророк, саллаллаху алейхи вассалям, делал эти знаменитые дуа: «Я мухаллибаль хулуб табит хулубана аля дини». «О переворачивающие сердца, укрепи наши сердца на твоей религии». Если Аллах захочет, Он собьет нас. Никто из нас не обезопасен от этого. Поэтому чем быстрее мы признаем это, поймем и будем просить у Аллаха Субхану, чтобы Аллах сохранил нам, дал нам силу, укрепил наши стопы в этой религии, в деле возвышения этой религии. Аллах по своей милости ответит. «Удауни астаджибу лякум». Просите Аллаха, я отвечу. Просите меня, я отвечу вам. Обещание Аллаха Субхану ва Тааля. Другое дуа, где пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «О Аллах, Тебе я предаюсь, в Тебе верую и на Тебя уповаю. К Тебе обращаюсь и благодаря Тебя веду споры. О Аллах, поясни, я прибегаю к защите всемогущества Твоего. Нет Бога, кроме Тебя, от того, чтобы Ты сбил меня с пути». То есть, повторяю, что если Аллах пожелает, Он собьет. И мы признаем, понимаем это и просим у Аллаха Субхану ва Тааля, чтобы Аллах вел нас прямым путем. Живое, которое не умрет, а джинны и люди смертны. Или, опять же, дуа, который Аллах Субхану ва Тааля нас учит. Сура Имран, 8 аят. «Господи наш, Раббана ля тузи кулубана ба'да ид хадайтана ва хаб лана мин ладунка рахма иннака анталь ваххаб». Господи наш, не уклоняй наши сердца в сторону после того, как Ты наставил нас на прямой путь, и даруй нам милость от Себя, ведь Ты дарующий. То есть, повторюсь, то, что мы здесь в мечети, еще не знает то, что мы на этом умрем. Мы должны понимать и бояться этого. Примеров очень много о том, что человек, который читает намаз, перед смертью оставляет религию. И сколько было случаев, когда человек, который грешил, и говорит: это точно в религию не придет. Он приходил, делал тауба, читал намаз в течение года перед смертью и умирал на этом. И хадисы пророка, саллаллаху алейхи вассалям, об этом говорят. Поэтому мы должны понимать, что мы не обезопасены. Если Аллах даст силу, мы будем сильны. Если Аллах эту силу заберет, мы будем унижены и слабы. Поэтому мы должны постоянно просить у Аллаха Субхану ва Тааля. Если мы хотим быть помощником религии Аллаха, мы должны просить у Аллаха Субхану ва Тааля, быть среди тех, кто будет возвеличивать эту религию, будет помогать ей. И просить об этом. Второе из причин – это забота занятостью книгой Аллаха Субхану ва Тааля. То есть мы должны не оставлять эту книгу, читать ее. Аллах Субхану ва Тааля говорит в суре Исра: «Воистину этот Коран указывает на самый правильный путь и возвещает верующим, которые совершают праведные деяния, благую весть о том, что им уготована великая награда». То есть тот, кто держится Корана, он преуспеет. Кто ее оставит, он потерпит убыток. Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Посланники сказали: Господи, мой народ забросил этот Коран». То есть мы не должны быть среди тех, о ком Аллах Субхану ва Тааля говорит. А как часто мы берем Коран в руки? Как часто мы его читаем? И мы не преуспеем, если мы не будем держаться за эту книгу. Третье, о чем было сказано, это размышление над Кораном. Мало читать его, нужно размышлять об этом. Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Вам ведь читали мои аяты, но вы пятились от них, возгордившись, и говоря нелепости по ночам. Неужели они не задумываются над словом?» То есть неужели они не задумываются над Кораном? То есть человек, который будет размышлять, он не собьется с истинного пути. То есть человек не просто мы должны читать тафсир, о чем Аллах Субхану ва Тааля говорит в той или иной суре, в тех или иных аятах. Аллах Субхану ва Тааля говорит: когда не спосылается сура, то среди них находится такой, который говорит: чья вера от этого стала сильнее. Что касается тех, кто уверовал, то их вера от этого усиливается, и они радуются. То есть для мусульманина, он, читая эти суры, читая эти аяты, размышляя об этом, это увеличивает его веру, увеличивает его богобоязненность. Что касается неверующих, то они лишены этого, они лишенные. Аллах лишил их этого. Также Аллах Субхану ва Тааля говорит: верующими являются только те сердца, которых испытывают страх при упоминании Аллаха, вера которых усиливается, когда им читают Его аяты, которые уповают на своего Господа, которые совершают намаз и расходуют из того, чем мы их наделили. Они являются истинным верующим, и уготовано высокое положение у их Господа, прощение и щедрый удел. То есть это одна из сильных причин стойкости человека на религии Аллаха Субхану ва Тааля. Поэтому это один из основных инструментов.
усиление нашей веры. Это книга Аллаха Субхану ва Тааля, которую мы должны читать, размышлять, о чем Аллах Субхану ва Тааля в ней нам рассказывает, доносит. Четвертая причина – это рассказы и истории о пророках и посланниках. То есть для любого человека нужен пример. И если он не выберет себе примера достойного человека, который боится Аллаха Субхану ва Тааля, то он начинает уподобляться тем, кто этого недостоин. На сегодня мусульмане не читают о сподвижниках, не читают о пророках, а читают то, что говорят какие-нибудь бизнес-гуру, которые зарабатывают миллионы. Ну, система приоритетов, ценность в чем нам? Для нас заработать миллионы или достичь довольства Аллаха Субхану ва Тааля? Аллах Субхану ва Тааля в Коране говорит: «И в повествовании о них содержится назидание для обладающих разумом». Это не вымышленные рассказы, а подтверждение тому, что было до него. Разъяснение всякой вещи, верное руководство и милость для верующих людей. Даже сподвижники пророка, саллаллаху алейхи вассалям, в Мекке, когда очень тяжело, их действительно подвергали наказанию. Биляла одевали в латы, выпускали. Такой случай был в Рамазан летом. Я бежал на намаз и опоздал. И пришлось читать намаз на асфальте, джума было. И я по незнанию сделал саджда на асфальт. Пришлось руки поднять до того, как имам встал. Я просто получил ожог от асфальта. И вспомнилось, как курайшиты издевались над Билялом. Они одевали на него металлические латы и отдавали детям и умалишенным, которые таскали их под солнцем. То есть железо нагревалось и мучило его. Или кого-то подвешивали на вертел и под ним разожгли огонь. И фактически ушли, и этот огонь потух только потому, что вот из него кровь, вот эта жидкость сочилась, и этим потух костер. И вся спина была в ожогах. И эти люди пришли к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, сказали: «Я Расулаллах, когда это закончится?» На что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорил: люди, которые жили до вас, их закапывали в землю, оставляя только голову, брали пилу и распиливали им голову пополам. Даже в этом случае они проявляли терпение. А вы спешите с ответом. То есть пример для них, назидание, что было еще хуже. И вот для нас это является примером, то, что как бы нам тяжело не было, сподвижникам было тяжелее, они проявляли терпение. Для нас важнее, как тот или иной человек заработал миллионы. Но мы сидим, смотрим, как этот миллиардер дает советы, как заработать, быть успешным. Саад ибн Муаз был в исламе 6 или 7 лет. Один из предводителей Медины, ансаров. Во время битвы при Бадр, 5-й год хиджры, когда мусульмане выкопали ров, битва Урва называется, его ранили. И пророку, саллаллаху алейхи вассалям, пришел ангел Джибриль, алейхиссалям, и сказал: «Я Расулуллах, кто умер?» Трон Аллаха затрясся, а двери рая открылись. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: возможно, Муаз. Саад ибн Муаз. Возможно, он. Потому что когда я его последний раз видел, он был в очень плохом состоянии. В исламе 6 или 7 лет. Там кто-то говорит 5, кто-то 7. В среднем 6 лет. Когда человек умер, трон Аллаха затрясся. Ученые объясняют, говорят, от радости о том, что его раб вернулся к Аллаху Субхану ва Тааля. И один имам сегодня говорит: интересно, когда мы умрем, что-нибудь затрясется? Вот пример для подражания. Вот на кого мы должны равняться. Что мы хотим? Умереть, как даже основатель Apple, да? Он сказал: ну, я заработал миллионы, какой мне толк, если я буду самым дорогим, самым богатым покойником? То есть миллиарды заработал, но у него была онкология. У меня, говорит, вообще, говорит, не радует, что я буду самым богатым покойником. Кем мы хотим быть? Самым богатыми покойниками? Но мы все равно вернемся к Аллаху Субхану ва Тааля. Или вернемся теми, кому будет сказано: «Я аятухан нафсуль мутмаинна», о душа, которая уверовала. «Ирджи'и иля раббика радията марди». Вернись к Аллаху Субхану ва Тааля, будучи довольной. То есть вернись к Аллаху довольной, душа, и та будет довольна. «Фадхулю фи ибади, фадхулю джанна». И зайди в ряд моих рабов, и зайди в мой рай. Что для нас важнее? Быть миллионером или быть среди тех,
как Аллах Субхану ва Тааля сказал. Соответственно, для нас изучение сподвижников пророка, изучение пророков, оно должно быть вот одной из причин, которая усиливает нас на том, чем мы занимаемся. Поэтому, если для нас приоритет быть миллионером, мы будем смотреть то, что говорят миллионеры. Если мы хотим быть среди тех, кто добился довольства Аллаха Субхану ва Тааля, то мы будем изучать это, учить это и приучать к этому наших детей.